В Балтачевском районе простились с 3 мальчиками, погибшими в пожаре. Напомним, вчера вечером в селе Старобалтачево загорелся частный бревенчатый дом. На момент трагедии мамы и 4-го брата дома не было. А глава многодетной семьи уже больше 2 лет защищает родину в зоне специальной военной операции. Что стало причиной пожара, роковая случайность или страшная халатность? Репортаж Алии Ильтубаевой. С минувшего вечера в селе Старобалтачево не спал никто, а многие и вовсе буквально посидели за ночь. Как говорят очевидцы, в один момент из дома по улице Кирова повалил густой дым. Вскоре огонь охватил его полностью, вместе с 3 детьми. Когда приехало подразделение пожарной охраны, уже горела веранда дома. Предположительно, пожар начался у основного выхода, отрезав детям путь к спасению. Догадок много. На веранде также располагалась розетка с 5 постами. Возможно, заряжались какие-то устройства. Факт поджога отрицается. В одноэтажном бревенчатом доме провели электричество и газ, устанавливали и 2 пожарных извещателя, но детям они не помогли. Дверь на выход пылала, а окна, предназначенные для проветривания, были наглухо закрыты. Пламя удалось потушить лишь спустя 2,5 часа. Сотрудники спецслужб дежурили до самого утра. В рамках доследственной проверки было установлено, что несовершеннолетние дети были оставлены без присмотра взрослых. Сейчас на месте работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Проводится тщательный осмотр места пожара, изымаются вещественные доказательства. Мальчиков 15, 9 и 3 лет уже без признаков жизни нашли в разных комнатах – прихожей, ванной и спальне. В момент трагедии мамы дома не было, а их 4-й брат обкатывал велосипед по селу. Глава многодетной семьи уже больше 2 лет находится в зоне специальной военной операции. Сегодня весь балтачевский народ, также вся наша школа переживает большую утрату в связи с потерей наших детей, которые учились в нашей школе. Дети были очень хорошие, здоровые, чистенькие, опрятненькие. Отличниками не были, но главное, они были добрыми, отзывчивыми детьми. В классе все их любили, дети тоже любили, умели находить общий язык. Еще недавно жизнь шла своим чередом. Осенью семья переехала в новый дом, а старший из братьев на днях получил первые результаты ОГЭ. Всегда мечтал стать летчиком, со слезами на глазах говорят учителя. А соседние ребята только вчера играли вместе во дворе. Они до сих пор не могут поверить в произошедшее. Я пришел в мечеть, я с окна увидел, там дым шел. Вот потом, после того, как намаз прочитали дуа, пошли посмотреть тут и узнали, как эти 3 мальчика погибли. Но мы с ним раньше хорошо прям дружили так. Нормально пацаном раньше. Сейчас. Если бы мы чуть-чуть бы остались бы там, а задержали бы, мы бы смогли бы хотя бы с этот позвать. Допустим, там скорую, пожарную. Так как там обнаружили мальчика, мы бы смогли бы его спасти, если бы разбили в окно. Жалко. После инцидента прошло внеочередное заседание комиссии ПЧС и обеспечению пожарной безопасности в регионе. Глава сельсовета выразил глубокие соболезнования родителям и пообещал, что будет оказана вся необходимая помощь. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности 2 и более лицам». Предварительно причина возгорания, замыкания в проводке. В настоящий момент говорить окончательно невозможно, потому что вся проводка изъята на техническую экспертизу. По результатам следственных действий будет уже установлено достоверно. Допрашиваются лица, произведены осмотр места происшествия, проводится по изъятым материалам экспертизы, судебно-медицинской экспертизы. Привычный шум и смех в соседском дворе сменила тишина, прерываемая тихими всхлипываниями и словами соболезнования родным. Сегодня все село простилось с мальчиками. Объединившись, жители и местные власти оказывают посильную помощь семье, объявив сбор средств. Все неравнодушные могут помочь финансово или материально. Реквизиты и номер телефона для связи сейчас на ваших экранах. Важна каждая капля сочувствия и поддержки, чтобы помочь семье пережить невосполнимую утрату и начать восстанавливать жизнь после огненного кошмара. Алия Ильтубаева, Азат Ишбулатов, Руслан Галямов. Новости, Балтачевский район.